Когда впервые попадаешь в горы, кажется, что эти хребты и кряжи стоят здесь вечно, и само время над ними не властно. Кавказский хребет видел рассветы и падения многих царств. Через его перевалы шли караваны Великого Шелкового пути и несокрушимые войска Батыя и Тамерлана. Эти горы веками укрывали от беды целые народы, которые, даже спустившись на плоскость, хорошо помнят, что они горцы. Когда речь заходит о вершинах Кавказского хребта, кто-то вспомнит Эльбрус, кто-то Казбек, а настоящий ингуш всегда начнет рассказывать о Мятлаам, столовой горе, на вершине которой расположено самое древнее и самое почитаемое святилище Мятсели, покровителя плодородия, земледелия и домашнего благополучия. Хотя бы раз в жизни каждый ингуш должен был подняться туда для того, чтобы почтить память предков, отмечавших там праздник летнего солнцестояния. Ингуши считают себя потомками Алан, о чем красноречиво напоминают аланские ворота при въезде в Магаз. Однако в 13 веке Алания была разорена полчищами Батыя, и большая ее часть отошла к Золотой Орде. Лишь ряд горных селений, куда отступили предки ингушей, остались непокоренными. Там же, в горах, укрылись они спустя 100 лет от войск другого знаменитого завоевателя – Тамерлана. Вся эта история с завоеваниями наложила свой неизгладимый отпечаток не только на культуру и традиции ингушей, но и на их архитектуру. Селение Альгети, которое лежит у самых отрогов Кавказского хребта, известно наводнением 2002 года, улицей имени Владимира Путина и видом, который открывается отсюда на башенный комплекс Эрзи. Когда в конце 18 века в эти места попали европейские исследователи, они сгоряча хотели приписать строительство ингушских башен то ли грекам, то ли персам. Но оказалось, что строили их именно ингуши. Крупнейший башенный комплекс Эрзи. Боевые башни легко отличить по дверным проемам, расположенным на втором и даже третьем этаже. Обычно их делали не ниже 5-6 метров над землей. Забраться туда можно было по приставной лестнице, а едва неприятель появлялся на горизонте, как лестница втягивалась в башню, а башня приступала к обороне. Высота боевых башен достигает 36 метров, а площадь основания всего 5 на 5 метров. Буквально на ладошке возводили такую громаду, а ей нипочем даже землетрясения, вовсе не редкие в этих местах. Так ведь нет, стоит и не качается. А ведь под ней даже фундамента нет, только скальное основание да сланцы, которые, как говорят, и гасят идущий из земли удар. Начало строительства башни обставлялось весьма торжественно и стоило недешево. Одна лишь закладка углового камня равнялась стоимости овцы. Всего за возведение башни мастера брали от 50 до 80 коров, плюс заказчик должен был их хорошо кормить. А еще на строителя не распространялась кровная месть, а всякое покушение на его жизнь каралось смертью. Закончить традиционную стройку мастер должен был за год. Не успел – бросай или разбирай, но жить в такой башне нельзя. В качестве строительного материала использовали обыкновенные валуны и речную гальку. Толщина стен в основании доходит до нескольких метров, а по углам их скрепляли массивными тесанными блоками. В народе до сих пор бытуют истории про особый строительный раствор на куриных яйцах и коровьем молоке. На деле камни скреплялись простым составом из глины, извести и песка. Никаких секретов, только золотые руки. На первом этаже хранили провизию и держали пленных. Этажом выше был очаг. Остальные использовались в оборонительных и хозяйственных целях. Последний этаж называли «Сокол башня». Там хранили оружие.
Стрельба по врагу велась не только из узких бойниц, но и из боевого балкона на самом верху. Словом, штурм ингушской боевой башни – дело едва ли не безнадежное. В Ингушетии до наших дней сохранился любопытный обычай, когда не мужчина открывает дверь перед женщиной, а наоборот. Это отголосок суровых времен, когда за порогом башни мог ожидать вооруженный противник, и мужчина должен был встречать его с оружием в руках грудь в грудь, а женщина придерживала дверь для того, чтобы мужчине было проще сражаться. Жилые башни разительно отличаются от боевых. Они ниже и шире, с плоской крышей и входом на первом этаже. В центре опорная колонна, снаружи каменные кормушки для домашнего скота, а прямо в стену вбивали камень с зарубками, который служил коновязью. Неподалеку от каждого башенного комплекса расположены склепы. Подобных строений разной степени сохранности в горной Ингушетии очень много. Это коллективные солярные могильники, наземные склепы в 1, 2, а то и 3 яруса. Предки ингушей были убеждены, что если при жизни человеку нужна башня, то после смерти фамильный склеп. В любом ингушском селении был свой город мертвых с могильниками, больше похожими на небольшие дома. И если ингуш умирал вдали от родины, то тело все равно везли домой, иначе после смерти он мог остаться без крыши над головой. Христианство на территории нынешней Ингушетии в средние века миссионеры несли преимущественно из Грузии и Армении, поэтому все известные христианские храмы того времени находятся у границы с Грузией. Самый древний христианский храм на территории всей России – загадочный и прекрасно сохранившийся храм Тхабаирды в Васинском ущелье. Тхабаирды – это настоящий исторический ребус. Официально он датируется 8-9 веками, но в нем есть орнаменты 7 и 12 века и плиты с письменами, датируемыми концом X века. Многие историки считают, что Тхабаирды – это храм грузинской царицы Тамары. Но, скорее всего, весь секрет в том, что он собран из кусочков, построенных в разное время. А раскопки показали, что под ним сохранились остатки еще более древнего храма, на пару столетий раньше. Даже отказавшись от христианства, ингуши сохранили уважение к храму. Любой человек мог оставить здесь ценные вещи, и никто не имел права их взять. А первый жрец храма захоронен прямо здесь. Когда находишься здесь, ощущается какая-то особая энергетика. Само название ингушей «Галгай» переводится на русский как «житель башни». Гений местных зодчих, создававших в средние века жилые и оборонительные комплексы на скалах, и сегодня впечатляет даже опытных специалистов. Секреты строительного мастерства передавались по наследству, а народные предания до сих пор хранят имена лучших мастеров. Не случайно Ингушетию называют краем башен и легенд. И большая часть этих легенд до наших дней дошла именно потому, что сохранилась в камне.